Мнения, конечно, могут быть разные, но я не вижу какого-то синхронного процесса, особенно согласованного процесса. В армяно-российских отношениях вот эта волнообразная система существует довольно-таки давно, в последние 3 года как минимум. Ну а в российско-азербайджанских отношениях обострение уже длится фактически 6 месяцев. Напомню, что это обострение началось с катастрофы самолета азербайджанских авиалиний, который летал в Грозный. Потом, как говорят, там самолет получил удары от работы ПВО. Потом мы знаем, что он упал в Казахстане. Вот с декабря прошлого года азербайджано-российские отношения обострены. Мы знаем, что потом была вот эта история с русским домом в Азербайджане. Потом Ильхам Алиев отказался в последнюю минуту, в последний день отказался поехать в Москву 9 мая. Так что я думаю, это совсем другие процессы. И тут о синхронности говорить я бы не стал. Но, конечно, процессы подразумевают под собой региональные, довольно-таки серьезные ставки, которые сделаны в геополитическом пространстве. И Россия, я думаю, пытается реагировать на это. Надо учесть, что вот нынешнее обострение российско-азербайджанских отношений началось все-таки силовой операцией в Екатеринбурге. Так что, так сказать, в кавычках, первый шаг делала Россия. Но опять-таки говорю, что в российско-азербайджанских отношениях довольно-таки напряженная ситуация уже длится 6 месяцев. Что касается армяно-российских отношений, то тут, конечно, как уже сказал, волнообразная система существует фактически в последние 3 года. То мы видим какое-то сближение на уровне высших руководителей, взаимные посещения, заявления Ну а потом мы видим, что Ереван все же продолжает играть на, вот так сказать, антироссийской нотке взглядом на свой электорат. Надо учесть, что для Еревана эта тема востребована с точки зрения электората, и армянское руководство, особенно в предвыборном ситуации, не откажется от этой темы, конечно. Но я еще и напомню, что в последние дни, в последние недели, когда в Ереван посетила Валентина Матвиенко, после встречи с Николом Пашиняном, она заявила, что Пашинян ей сказал, что у него с Владимиром Путиным хорошие отношения, фактически нет нерешаемых вопросов. Так что надо оценить ситуацию, так сказать, в разных плоскостях. Я думаю, это обусловлено с разными ситуациями. Конечно, иметь дело с Азербайджаном и иметь дело с Арменией — это разные ситуации. Россия всегда, так сказать, относилась по-разному и в плане заявлений, и в плане вообще-то стиля политического относилась по-разному к Азербайджану и к Армении. Но тут, я думаю, ситуация довольно-таки многослойная, и оценивать эту ситуацию просто по заявлениям, по жесткости или по мягкости заявлениям я бы не стал. И я думаю, что в самом сущности ситуация довольно-таки разнообразная. То, что влияние России меняется, и в плане этого, конечно, Россия, во всяком случае, довольно-таки теряет позиции. Это безусловно, это видно, так сказать, невооруженным глазом. Но я думаю, что Россия и вообще-то позиции России на Кавказе нужно оценить в свете тех геополитических сдвигов, которые происходят сейчас в мире. И я думаю, Россия сама переоценивает свою политику на Кавказе и способы, так сказать, форматы своего влияния на Кавказе. Конечно, Россия пытается сохранить свое влияние, пытается остановить, так сказать, этот регресс, который мы видим в последние годы. Но мне кажется, что они смотрят на все это довольно-таки в большом пространстве и времени, и сами изучают возможность трансформации представления России на Кавказе. То, что Россия
сама, наверное, думает, что вернуться в те времена, когда Россия была безусловным доминантом на Кавказе, это нереалистично. Я думаю, это Россия сама понимает и ищет новые способы, новые виды сохранения влияния на Кавказе, с учетом того, что все же на Кавказе будут довольно-таки большую роль играть и Турция, и Иран. Вот в этом свете, наверное, Россия и пытается продвигать идею создания организации формата 3+3. Главное, конечно, для России, чтобы в этом регионе не были доминантом западные игроки. Конечно, есть большие риски для России, есть этот процесс болезненный, этот процесс проходит через кризис и в армяно-российских, и в российско-азербайджанских отношениях. Это, как уже сказал, обусловлено тем, что идет довольно-таки сильная и острая борьба в целом геополитическом пространстве.